Предки таджикского народа еще в период правления саманидов осознали гуманную сущность священной книги Коран и перевели ее на таджикский язык для того, чтобы покорить сердца таджикского народа, который не только ценил, но и создавал культуру. В ту пору священный Коран был переведен на таджикский великим ученым Заиром ибн Табари, и в этой связи богословами чтение молитв было разрешено на таджикском языке. Этот факт усилил стремление сохранить самобытную культуру таджиков. Отрадно отметить, что еще на начальных этапах распространения ислама мудрые и проницательные сыны таджикского народа, такие как имам Азам Абу Ханифа и имам Бухари, сыграли выдающуюся роль в широком распространении гуманистических идей священной религии ислама. Их выдающиеся заслуги в развитии религии ислама и формировании исламского шариата являются предметом гордости не только для таджиков, но и для большинства мусульман мира. Учение Абу Ханифы и других имамов данного мазхаба заключается в том, что они отвечают потребностям жизни общества и народа, обычаям и общественным связям, являются правовой основой для решения многих жизненно важных социальных и экономических вопросов по народному обычаю. Мы не должны допускать, чтобы идеи насилия, радикальные лозунги, раздор, в какую бы форму они ни облачались, мешали нашей спокойной и устойчивой жизни. Наш народ, усвоивший бесценные исламские ценности, всегда выступает за конструктивный диалог цивилизации. Уважаемые братья и сестры, в канун наступления Идил-Фитр искренне поздравляю всех вас. Пусть Всевышний дарует вашим семьям здоровье, счастье, достаток и благополучие. Мир вашему дому. Пользуясь случаем, в эти также непростые дни у нас, я вижу среди всех нас, наших братьев, соседей, кыргызстанцев, которые присутствуют среди нас. Это говорит о чем? Что религия, священная религия ислам объединяет нас, всех народов мира, всех стран, соседей. Поэтому я еще раз, пользуясь случаем, призываю всех нас к миру, к братству, чтобы мы все вместе, совместно жили, созидали, растили хлеб, растили своих детей. Еще раз мир нашему дому. Спасибо. Хотелось бы выразить благодарность организаторам сегодняшнего вечера, лично послу, за сегодняшний ифтар, за сегодняшнюю программу. Все эти программы, они направлены на сплочение, объединение нашего многонационального, многоконфессионального общества российского на сегодняшний день. И это важно с тем, чтобы мы жили в мире, в согласии, взаимопонимании. Но это возможно лишь тогда, когда мы ближе друг к другу узнаем, ближе друг с другом знакомимся и именно вместе садимся, вместе общаемся, вместе пересекаемся. Подобного рода площадки, уже в шатер Рамадан, на самом деле уникальная площадка, которая как раз таки в этом и помогает. Когда разные национальности, разные народности, разные языки объединяются воедино, ведомые лишь высокими целями. И дай Бог, чтобы вот это как раз таки единство, эта сплоченность, она сохранялась между нами не только в шатре, а сохранялась между нами в течение всей нашей жизни и за пределами мечети, за пределами шатров. Subhanallah, walhamdulillah, что Он своей
безграничной любовью, милостью, милосердием и щедростью предоставили мне возможность мне грешному в этот священный месяц Рамадан поблагодарить Духовное управление мусульман Российской Федерации за прекрасную организацию ежегодного шатра Рамадан, поблагодарить посольство Республики Таджикистан Российской Федерации и лично уважаемого господина посла Нурмудина Мирзоевича Сатурова и всех причастных к организации сегодняшнего ифтара и накрытию этого щедрого дастархана, а также поприветствовать моих дорогих соотечественников и всем сказать Рамазан Мубарак. Как она называется? Город Душанбе это да, но не Чайхана Рагат. Но сегодня ифтар, поэтому просто дайте ей подарок. Просто дайте ей подарок.